Да смуглянка хорошая. Давайте сейчас смуглянку. Давай, давай. Черничка давай, у нас все будем. Здравствуйте, наши старшие. Вот те, которые детки, они так сидеть не смогут. Вот 5 минут у нас всего программа. Встаньте, пожалуйста, друзья. И вот так по бокам можете встать. Вот так по бокам. Вот здесь и вот здесь, чтобы всем было видно. Так, становись. Вот сюда вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, ряд. Да, вот хотите, Все. вот так вдали. Сегодня вся Российская Федерация проводит большую акцию «Свеча памяти». И мы сегодня собрались не просто так с вами вместе. Мы тоже вспоминаем те страшные времена, когда началась Великая Отечественная война. И по традиции мы начинаем с произведения Роберта Рождественского «Реквием». Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтою, стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли, помните,
мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, Помните. Друзья, мы начинаем наше памятное мероприятие с минуты молчания. Тех, кто сегодня с нами нет, тех, кто воевал, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, почтим минутой молчания. Спасибо. Для вступительного слова я приглашаю ветеранов боевых действий, полковника Титаренко Юрия Дмитриевича и полковника Каргаева Эдуарда Константиновича. Директора Республиканского дома дружбы народов Республики Северная Осетия-Алания Кочета Георгия Михайловича, атамана Владикавказского округа Терского казачьего войска подъясаула Лукина Андрея Сергеевича и председателя Совета ветеранов Левобережного района города Владикавказ прапорщика Залова Игоря Кимовича, а также председателя комитета солдатских матерей Днепровскую Татьяну Рубенову. Наверное, по старшинству вам слово. И тогда я выйду вперед, чтобы мне видно было. Дорогие дети, наше будущее, наше настоящее. Мы пришли сюда для того, чтобы вспомнить, что было 80 лет назад, как началась Великая Отечественная война. Враг был сильный, могучий, страшный. Вся Европа фашистская пошла за Гитлером, чтобы разгромить Советский Союз, чтобы разгромить громадную страну, где насчитывалось более 100 национальностей. Гитлер рассчитывал на то, что когда вторгнется в нашу страну, пойдет наш строй, рассыпется нация, и не будет никто защищать нашу родину. Он просчитался. Жестокая была война. На долгие годы. Это длилось почти 5 лет, пока она не закончилась разгромом фашистских войск в самом Берлине. Я эту войну помню сам, будучи еще 5-летним ребенком, в моих глазах остался ужас, поскольку мой отец служил на границе в танковых частях. Первый удар, конечно, был по тем, кто жил вблизи границы. Нам посчастливилось с матерью уйти, потому что военнослужащих посадили на грузовики, отправили в тыл, а сами пошли в бой. Я тогда отца не видел 2 года, а через 2 года он вернулся уже без руки, тяжело раненым в бою под Ленинградом. Это было тяжелое время. Рассказывать долго не буду, ребята, это очень жутко, страшно вспоминать. Мы целый год добирались до Москвы, с самой границы, лесами, болотами, на телегах с пешком. Ночевали где придется, кушать было нечего. И так не только я один, таких детей были миллионы, которые не ожидали такой ужасной перемолвки в таком возрасте. И где-то с 1947 года мы прибыли на Кавказ, где я и до сих пор служу. Отец мой был в автомобильном автоучилище, да, в начальнике училища. Его как ветерана войны, инвалида, сын был, конечно, зачислен в Суворовское училище. В 1949 году я учился в нашем училище. Но по состоянию здоровья, конечно, не впечатлилось. Хотя военным я мечтал быть давно. Так стало и наше время защищать Родину. Призвали меня в армию солдатом, потом офицером.
дослужил я 30 лет в разведке и дослужился до звания полковника. Я благодарю Осетию, которая меня здесь учила. 22-ю школу, где я учился. Техникум нефтяной, где я закончил и работал на строительстве детской больницы вот на улице Барбашова. Это я строил своими руками больницу. Я горжусь тем, что я окончил здесь Северокавказский государственный пятый институт. Работал в школе, 5-й, преподаватель английского языка. А потом отслужил 30 лет офицером, от солдата до полковника. Служил в разведке. Тяжелая была служба, но нужная, необходимая. Моя война была Чернобыль. И в Чернобыле это действительно было испытание тех людей, которые защищали своей грудью всю страну, весь мир от радиации. У нас в Осетии 1200 человек участвовали в Чернобыльской аварии с ликвидацией. Осталось где-то треть живых, полуживых, скорее всего. Потому что все они от радиации стали больные и старые. Дай Бог, чтобы никогда не случилась эта война для вас, дети мои. Когда мир очень нестабильный, Америка грозится нам войной постоянно, близится к нашим границам, превратила Украину в фашистское государство фактически. Дай Бог, чтобы не было войны. Будьте счастливы, здоровы. Всем вам благ и здоровья. Слово полковнику Каргаеву Эдуарду Константиновичу. Дорогие мои родные, сегодня самый тяжелый день для нашей великой страны Советского Союза. Вероломный враг внезапно напал на нашу страну. Много жизней положили за то, чтобы защитить свою страну. Отвагу помянем сегодня тех, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. За военных, за женщин, за детей, которым эта война доставила много мучений в жизни. Царство, по-русски говорят, Царство Небесное тем, которые ушел в жизнь. Да пусть земля им будет пухом. Пусть слава их никогда останется в наших сердцах. Пусть вечная слава им, да пусть земля пухом. Юные годы я работала замерщиком в Сталинском районе. Да. Очень много погибли. Погибли на наших глазах Гризодубова, Роскова, Осипенко, Ницко пролетела и помахала рукой. Вот до сих пор я жива. Живите долго. 95 лет. Я бы хотел от имени организаторов поблагодарить всех присутствующих, наших ветеранов, низкий вам поклон, наших друзей, которые всегда бывают рядом с нами, вас, маленькие наши друзья. Дай Бог, чтобы никогда не повторилась вот эта фашистская нечисть, чтобы всегда был на нашей земле Осетии, маленькой Осетии и нашей большой России всегда был мир. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, процветайте, растите на благо ваших родителей и всех нас. Чтобы мы всегда помнили за сегодняшний день в памяти и скорби. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Огромное спасибо всем, особенно организаторам. Организаторами сегодня выступили Республиканский дом дружбы народов Республики Северная Осетия, Алания, Союз театральных деятелей и благотворительный фонд «Рука о помощи». Огромное спасибо нашим друзьям, военному оркестру 49-й отдельной бригады оперативного назначения Северокавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации, начальнику оркестра майору Алексею Крылатову и всему оркестру огромное спасибо. Нашему коллективу, прекрасному
коллективу «Сударушки», художественный руководитель которого является Евгений Воложанин. Спасибо вам всем огромное, что вы сегодня здесь с нами. Решили почтить память ушедших во время Великой Отечественной войны. И сегодня у нас в гостях сестра Хизира Тимуркаловича Гулуева, нашего любимого ветерана. Мы действительно каждый день про него вспоминаем, Хизира Тимуркановича. Действительно, нам не хватает каждый день. И дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. Спасибо, что вы сегодня пришли к нам. И мы сегодня вспоминаем всех тех, кто ушел не только во время Великой Отечественной войны, а всех, кто не дожил до сегодняшнего дня и не может вспомнить ушедших. Спасибо вам большое. И теперь, друзья мои, медленно выстраиваемся на возложение. И, пожалуйста, слово оркестру. Сейчас будем делать, да. Они выстраиваются. Нормально подписали. Владимир, да? Я тоже жене говорю, вот сколько будет звонков. Ну, я не помню, я поняла. Мой полный тезка. А отчество? Володя. Пожалуйста. Обратно идем. Обратно идем.
Ешь вы, очи карие, ешь ты, мой родимый край. Впереди страна Болгария, позади Дунай. Впереди страна Болгария, позади Дунай. Много вёз походов пройдено по земле и по воде, но любимой нашей Родины не забыли мы нигде. Но любимой нашей Родины не забыли мы нигде. И под звездами балканскими вспоминаем неспроста Ярославские, Рязанские, Краснодарские места. Ярославские, Рязанские, Краснодарские места. Вспоминаем очи карие, тихий ровер, звонкий смех. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. Женя! Женя! Хочу, чтобы он посмотрел сюда. Женя! Ой, Женя! Девочки! Хотят ли русские войны? Простите, вы утешены. Наши юноши полей, и у берез и до полей. Простите, вы всех солдат, что под березами лежат. Ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Простите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, в этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою за землю горькую свою. Простите вы матерей, простите ужины своей, вы всегда понять должны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Озеро и рыба, пойдет рабочий кота, пойдет народ другой страны, хотят ли русские войны? Пойдет озеро и рыба, пойдет рабочий кота, пойдет народ другой страны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны?
Спасибо. На старой Няне битва гармонии, французский играл на слова. Помнит время, помнит Альпы, тот цветущий и поющий вихри венцем уставайся, помнит сердце, не забудет никогда. Солдатский вальс звучал, и медленно кружилась пела, как будто сам штаб сыграл. А парень с улыбкой счастливой, огонь в свое сердце прижал, как будто
помнит время, поминали бы тот цветущий и поющий яркий май. Две крыльце в русском пальце звезда, помнит сердце, не забудет никогда. Белой седой и прекрасной был вальсом бьется огня, звучала нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Возьмет верный свободный солдат многоногий играл. Помнит время, помнят Альпы,